Это выйдет много. Допустим. Старика, вы как выше, а что, поприличнее не могли одеться? Что тебя видит, молодой человек? Так я же и говорю, с работы я. А сколько времени? Мне, извините, обратно пил надо. А пока ехал, дом искал, час ухлопал. А меня удар только до 3 подменить может. Да. Ну вот, однако, до 3 не управится. Да может где, а? Ладно, я тогда сегодня только посмотреть, а уж завтра до упора, лады? Это откуда же вы такие упорные? С рынка, в смысле центрального колхоза. Ага, там не видно. Ну, смотрите. Ну чё, сойдет? Сделаем в один удар, хозяйка. Лет сколько? 32. Будет, а что? Молодой, горячий, да? А какими инфекционными заболеваниями страдали, прошу? Когда? Тогда. Зачем? Затем. Маленький, да? Да вы не волнуйтесь, у меня все справки есть. Телевидение, честное слово. Гарантия 1 год. От чего гарантия? От ночных гостей. О, перестаньте ухмыляться. Да я, может быть, о них только и мечтаю. Первый раз такое слышу, честное слово. Я тоже. Ну, долго будем лицемерить. Так а чего тут мерить? Вы раз тут знаете. Ну, ты наглец, да? А вы хоть поняли, что я вам по телефону автомату на 50 рублей наговорила? Понял. Клиент всегда прав. Можно позвонить? Нельзя! Извините, но мне к 3, я же вам говорил, не к 3 обратно. Да перестань вы! Стрём его! Что мне прикажете? Отдать вам прямо в прихожей! А! Простите. У нас вообще-то телефон общий. Рынок у меня есть, базар, шум, гам. Простите. Ясно? Пошли. А вы только снимите. Все равно снимать надо. Проходите. Присаживайтесь. Вот булочки хотите с маслом? Да, спасибо, а то весь обед проездил. Сейчас. А, вот. А? Узнаете? Еще бы. Ага. Nina Сергеевна Болотова, собственной персоной. Жена моя незабвенная. Ага. А это кто с ним? Витенька. Плохо слышишь, да? Да вы звук, я говорю, берите. Теперь понял. Угу. Я-то думал, вы насчет сигнализации. Так вот я это. У-у-у! Сигнализирую, вы что не голодны. А вы кушайте с маслом. Спасибо. Угу. Не хочется. Угу. Пойду я. О. А может быть, это не так, а? Ну, может быть, или так просто, понарошку. Да что понарошку? Ну, в смысле, лапал ее. О, мама мия, вы что, идиот? Идиот, ага. Быстро же она меня забыла. Ренегата и месяца не прошло после развода. Встретите этого самого Витеньку, убью, так и передайте. Если увижу, с удовольствием, но думаю, не увижу. Фамилия. Какое? Имя. Отчество быстро, ну! Ничего. Витенька, Виктор Николаевич Савельев. Так вы его откуда знаете? Я его жена вроде как бы была, по крайней мере, месяц назад. Двоеженец. Да наплевать и забудь, а зачем? Можно добить по закону физики. Спокойно. Его снег не будет. Его вообще не будет. Погрузил в машину свои вещички, зубную щетку и умотал. Кассету я ему не отдала. Был скандал, но потолок у соседей не обвалился. Откуда у вас эта кассета? Прятал. В грязном белье Иуда. Где же еще? Самое место. Жену вашу, товарищ колхозник, я раньше на рынке видела. Фитная дамочка, ага. Вы ее все под руку вели, чтоб не сбежала. Сбежала, как видите. Нет, ну он же старше ее, а? Обижаете? У меня муж молодой человек был. Еще вопросы? У вас выпить нет? Вам же прием на работу. Да какая теперь работа? Да этим дело не поправишь. Пробовал еще хуже. Через лицо тоже не советую. Сядешь, они только этого не надо. Клин вышивают клином. Ты слыхал такое? А вам-то легко говорить. Почему? Да мне тоже больно. Иди сюда, Костик.
дело есть, ну. А я-то тут при чем? Здрасте, при том. Это дело, как показывает практика, в одиночку не делается. Минуточку. А они же одеты были. А может быть, они так тут по-дружески целовались, а? Ну, кто угодно, только не этот лысый, ну. Ну вот и ты поцелуй, а? Нет, с этого все и начинается. Что все? Ну, трешь, мнешь листики печеньки, не отодрать. В чем дело, молодой человек? А вы что, не верите в дружбу между мужчиной и женщиной? Ну, всякое бывает в жизни. Вот и давай дружить. Всяко. Ну. Да ты что, шип? Ты что, не можешь подружить с женщиной минут 15? А не так вот, дружить за нашей спины, ничего. Год? Год. Сам сказал. О, меня. Ренегаты. А я-то верил ей. Нити дома не ночевала. Выпить хоть дать. Молдавский сухой пойдет? Тут только с водярой пойдет. Узнаю российского мужика. Вы что, не так вот плакать? Запомни, горе мое. Это дело надо делать на трезвую голову. Это ты не трешь, это как? Голову возмездия. Так что это, раздевайте меня, сойдем все, кстати. Вы думаете, полегчает? А тут я знаю, сама первый замуж. Ну. Да, что делать? Клин затупился, или я вам не нравится? Нет, почему же? Тут только я курящих не целую. А в любом случае выбирай себе парень еще. А твои же не сколько будет? Ну, четвертак разменяла. Ну, Вера, ты дома что? Да, и потом самое страшное уже произошло. Расслабься, парень. А стал только хорошо повеселиться. Подожди. Между прочим, 5 марта меня в трамвае назвали девушкой. Присоединитесь. Что? Молоденький воровай, а ты замужня. Да вот все работы сбегают. А я на работе не пью. Практически завязал. Вы меня извините, Вера Петровна, вы не старая, вы хорошая. В другой раз я бы подружил с удовольствием, честное слово. Вы меня... Простите за щекотливый вопрос, а вы что, импотент? Да нет, патент вроде. Зачем вы так? Все равно вы все, как бы вы. А вы твари продажные! Иди отсюда, урод! К уроду! Привет тебе! Ну, чего надо было жмурить? Вы бы босиком-то не ходили. Холодно. Отопление еще не дали. Простудитесь. Ну и простужусь. Ну и умру. Да вам совсем какое дело! Действительно, спектакль, который написан по пьесе о двух героях, он и она, одинокие горожане, о встрече этих двух одиночеств в конце этой драмы или трагикомедии, как посмотреть. А сейчас давайте дадим слово еще нашему гостю. Сегодня у нас присутствует Батыр Жамсуевич Тумунов, издатель, который столько издательских проектов сделал, что просто хочется сказать очень много слов благодарности. И вот этот проект «Антология бурятской литературы», в которой Батыр Жамсуевич опубликовал Геннадия Тарасовича. Пожалуйста, Батыр Жамсуевич, вам слово.
Батыр Шамсуевич – это сын нашего классика бурятской литературы Жамсо Тумунова. Сегодня вроде бы день у нас не рядовой, торжественный, поэтому, пользуясь тем, что мне повезло в жизни во многих случаях, я хочу сказать вам, что какие были родители у Геннадия Тарасовича. Мне посчастливилось и хорошо с ними много общаться, поскольку отец, папа его работал всю жизнь в редакции, а мама была коллега моей мамы в этом в театре. Они вместе в хоре песни пели, как это, в общем, участвовали в спектаклях. Но такие люди были, я не знаю, я сейчас сам старый стал, но особенно мне запомнился его отец. Отец, видимо, ко мне так хорошо относился, я думаю, почему он не всегда хорошо относился? Мне кажется, он как сам солдат, участник войны. Отец мой рано шел в жизни, как меня увидел, он говорит, заходи ко мне, поднимемся. Что со мной мальчишка, он разговаривал, я теперь не помню, но я запомнил его очень доброе лицо, и он говорил очень хорошие слова. И вообще, дядя Тарас был, конечно, очень скромный, я так помню. Другие говорят, но человечный человек. А я это все к тому веду, что Гена-то у нас тоже хороший мужик, Геннадий Тарасович. Сын своих Я родителей. его почему-то обращаюсь, но он, конечно, откровенно говоря, не всем-то и удобный. Я-то его люблю за то, что в основном за его неудобство. Он что думает о человеке, он сразу скажет. Не будет там темнить, туда, нашим, вашим. Вот за это. И многие его побаиваются. Вот Гена, за это тебе спасибо. Он действительно настоящий мужик. Не любит так сначала туда-сюда говорить. Потом очень много приятных часов мне дал, вот опубликовал, можно сказать, воспоминания Гангазовичного сарая, на тетю Ваню смотрел, да? Вот он очень большой дело вот. А как журналист, он боевой. Он хочет уйти раньше, да? Его статьи все такие боевые, можно сказать, на злобу дня. Мне посчастливилось издать вот его на переломе. Это вы издавали, да? Да. На переломе немножко я остановлюсь на этом. Мы с Геннадьевым встретились, я в моем представлении давайте что-нибудь издадим. Вот там долго не думал, говорит, приходи такого-то, я пришел, мы с ним посмотрели. Составил он эту книгу, я ее в раз за поем прочитал, мне так понравилось. Вот я не зря говорю, не всем удобно человек. Вот если вы с ней ознакомились, он здесь многим прикурить дал. Но не таким простым людям. В основном почитаемо перед тем, многие преклоняются, наши нащапуля, или как это называется. В общем, здесь и все, дяде Лене досталось Потапу, и меньше раненым людям. Но он сказал, я не то, что взялся за то, что как это, он правду сказал. Он не скрывал, что как есть в нашей жизни, бурятской. Он все собрал и выложил. Вот как хотите, так и думайте, как свое мнение. Но в то время это был очень смелый шаг. В то время издать такую книгу, это не бутылка, как говорят, выпить, а я, значит,
проконсультировался с партийным работником, такого можно назвать Жамсуева, моего земляка. Военный Бескаланс посмотрел, говорит, слушай, я финансирую. Я ему сразу, не отлаживаю. Где-то за несколько месяцев, за 2-3 месяца книга вышла. Но здесь у него есть очень прекрасные рассказы, повести. Вот. Пьесы там памяти нет у меня, но там один рассказ у меня так потряс его. Я вот этот рассказ прочитал и до сих пор, мне кажется, в нашей литературе лучшие рассказы. Может найдется, может не найдется, но очень сильный рассказ. Вот. Какой вы имеете в виду рассказ? Как и во многих других вещах, но я по афише вижу, что Геннадий Тарасович у нас постоянный, так сказать, автор. А где антология, это которую он опубликовал вас в антологии? Вы сказали. Драматург. А на сегодняшний день, к сожалению, у нас и крупных почти не осталось. Сидящих в зале двоих. Драматургия, антология. Это драматургия, где Чукча. Это я делала. Не знаю, что он говорит. А писатели-то все куда-то исчезли. Остались генералы, дамы, там прочее, и здесь выступают. Ну, в такой день и не хочется говорить, но мне, поскольку я родился и прожил всю жизнь в писательской среде, это вообще такого отряда творческих людей вообще не было, я никогда не видел, через сколько лет появится, не знаю. Какие добрые люди. Добрые, какие они были талантливые, какие простые были. Ну вот остановить-то тоже сложно. И, конечно, уходит, но пройдет сколько-то времени, может быть, лет 10, может быть, 50. Но я думаю, наш народ все равно свои ряды пополнит очень хорошими именами. А тебе, Геннадий Тарасович, желаю крепкого здоровья, главное. Больше ничего не думаю. В общем, хороший мужик. Хороший пацан. Очень хорошо, когда один хороший мужик хвалит другого мужика. Здорово. Ну, давайте мы еще одному гостю дадим слово. Здесь присутствует у нас ответственный секретарь нашего журнала «Байкал» Булат Лупсанович Аюшиев. Поэт, да, недавно вышла его книжечка, кстати, вот все, хочу приобрести ее, сейчас, может быть, Булат Лупсанович скажет, да, где ее можно приобрести, да, и получить автограф. Булат Лупсанович опубликовал в журнале «Байкал» 2 пьесы Геннадия Тарасовича Чукча и последнюю пьесу о Николае Бестужеве «Долг». Какое путешествие? Сентиментальное путешествие НБ, да. Пожалуйста. Геннадий Тарасович, конечно, поздравляю с творческим таким событием, итогом, может быть, в какой-то степени ты подводишь какие-то, ну вот, итоги, не итоги. Ну, а я вот хочу сказать, что в работе журнала «Байкал» всегда чувствую твою поддержку. И вообще твое присутствие, оно очень такое значительное, и трудно себе представить, что если без его пьес, без его рассказов, да просто без его каких-то советов, очень мудрых и сказанных вовремя, мы публикуем постоянно каждый год его произведения. И я вот знаю, что журнал «Сибирские огни», дружественный журнал Байкала, тоже последние 2-3 года очень активно печатает
прозу. Мы, как уже сказала Светлана Степановна Михайлова, опубликовали замечательную пьесу «Чукча». И жалею, что, по-моему, еще не было постановки этой пьесы. Очень хорошая пьеса. Мы публиковали в прошлом году его пьесу «Долг. Сентиментальное путешествие» Николая Бестужева. Я читал, мне очень понравилось. И я тоже хотел бы очень видеть на сцене, потому что она, на мой взгляд, очень сценична и очень своевременно. Там такой срез времени взят, и задействованы такие известные персонажи нашей истории, как Бестужевы, Старцевы и так далее. Но все очень здорово сделано, все так хорошо в такую форму отчетливую такую заключено. Ну, замечательно. Я призываю всех не полениться и почитать. Потому что пьесы Геннадия, они читали. Ну, обычно говорят, что пьесы надо смотреть на сцене. В общем-то, но у него проза его очень драматургичная, я бы сказал, а вот его драматургия очень литературная, потому что она в журнале очень хорошо читается и смотрится в книге. Вот. И не так давно мы опубликовали рассказ по Облепиху. Это у него интересная история. В свое время еще в советском Байкале рассказ как-то не попал на страницу журнала, по разным причинам, да. И вот опубликовали буквально нынче. Рассказ на самом деле очень хороший. И там уже в этом первом рассказе как бы все есть. Это то, что потом он в творчестве своем так вот разовьет и обогатит. А все эти завязки, развязки уже и стиль, самое главное, не повторимый стиль Геннадия Башкоева в рассказе присутствует. А вот о его стиле, конечно, можно было говорить и долго, и отдельно, потому что трудно ухватить вот эту его особенность, но она есть, и она отличает его от всех других авторов, потому что у него очень плотное письмо, у него фраза так построена, что ничего оттуда не выдернешь, ничего местами не поменяешь, и вот я бы всегда ставил в пример его прозу, да, вот авторам, начинающим или другим, которые, в общем-то, довольно работают как бы не очень, так сказать, сосредоточенно и так экономно, со словом. У нас очень любят разбрасываться. Пишут, ну вот так, течет это все такой рекой, да. Но ведь со словом работают очень единицы. И Геннадий Тарасович один из них. Мне всегда интересно читать его, и в том числе даже его журналистику, публицистику, потому что там тоже вот он присутствует. Ну, может, конечно, это уже, так сказать, для прокормления, а не для творчества как такового, но все равно это очень интересно. Поэтому я пожелал Геннадию Тарасовичу, слышал я много раз от него, написать роман, написать еще повесть, потому что это нам очень не хватает. Прозы хорошей мало, думаю, что Геннадий Тарасович еще полностью свой потенциал такой не раскрыл. Пьесы я очень люблю, ценю, но я бы хотел, чтобы было еще больше прозы. Вот поэтому вот такое вот у меня пожелание прозы еще. Спасибо. Спасибо, Михаил Александрович. Все-таки подскажите, где вашу книгу, новый поэтический сборник приобрести? Ну, действительно, хотелось бы вот такое слово услышать редактора, человека, который действительно не просто читает все современные тексты, произведения современных писателей, но еще и редактирует, публикует их в нашем замечательном журнале «Байкал». Давайте сейчас дадим слово уже читателям.
прозы, драматургии, зрителям спектаклей. Здесь сидят у нас студенты Бурятского университета. Ну и прежде всего я хотела бы дать слово кандидату филологических наук Оксане Грязновой. Она написала диссертацию, где у нее один из разделов посвящался двум повестям. Повести «Пропавшие», повести «Записки пожилого мальчика». Оксана Борисовна сегодня пришла, она работает учителем русского языка и литературы, и вот кандидат филологических наук. Как читатель, как исследователь она, может быть, несколько слов скажет. Я очень рада присутствовать на таком замечательном мероприятии и, как говорится, увидеть писателя, который показался мне очень интересным. И не в силу того, что я писала диссертацию, да, а в силу того, в первую очередь, как читатель. И, конечно же, меня удивили записки пожилого мальчика. Когда в процессе исследования замечаешь, что название произведения отображает вот такую тяжелую или, может быть, горькую правду жизни. То есть, называя себя пожилым мальчиком, несмотря на то, что он пережил, чувствуется определенная такая вот ирония, да, по отношению к самому себе. И то, что меня удивило, игра, вот обыгрывается мотив, когда в процессе всей своей жизни, вот свою жизнь он называет игра. И в конце трагичен финал, то есть он сам выбирает определенные правила, и в результате жизнь его заканчивается. И мне хотелось бы задать вам вопрос, Геннадий Тарасович. Вот когда вы работали над этим произведением, вот образ главного героя, вот вы сознательно или намеренно создали вот такого пожилого мальчика? Я вот лично считаю, что собственно, судьба человеческая, судьба конкретного человека, она закладывается в детстве. Ну, это и психологи знают, и какие-то мелкие происшествия, они могут оказать совершенно решающее значение. Но не сразу, конечно, в течение жизни. То есть, тут такая была как театральный термин, сверхзадача, которая не выпячивается на второй план. Какое-то маленькое происшествие, которое случилось в детстве, как пустяк, совершенно кража чего-то, там, детская шалость. Она так или иначе, если вы проследите по новеллу, она как бы догоняет, и зачастую трагически догоняет. Развязка уже в зрелом возрасте трагическая. То есть мы все-таки остаемся все за... Особенно, я думаю, мужчины. Мужчины вот до сих пор, позволяйте, я сейчас позволю человек, да, все они остаются мальчишками, собственно говоря. Есть фраза Генриха Берда, что войны начинают мальчишки. Собственно говоря, это, в общем-то, некая Берд, который прошел Восточный фронт. То есть и мы остаемся заложниками весь мир, еще не... Ну, как подросток, как вы видите, да, последние события. Вот, и вот это была моя, как бы сказать, задача, чтобы надо как бы любую мелочь, но об этом мы не задумывались. Сложно просчитать, но все-таки надо стремиться к тому, чтобы понимать, что в дальнейшем любой твой проступок, который идет против совести, может как-то тебя отнять. Ну, не прямой, а посредственно, именно на примере твоей близкой. Ну, иначе религия, все это как же давно объяснилось, когда я не буду повторяться. Вот так я хотел сказать. Название. Конечно же, хочется поздравить от всей души вас с замечательным таким юбилеем, пожелать, конечно же, творческих успехов, и это есть, ну, дальнейшее поле нашего исследования. Будем ждать. Спасибо. Спасибо. Ну и давайте дадим слово еще нашим студентам, читателям. Дело в том, что здесь пришли магистранты, которые, будучи бакалаврами, читали Геннадия Тарасовича. Мы встречались, студенты Бурятского университета приглашали Геннадия Тарасовича. Вот, например, на одной встрече мы вдруг с удивлением узнали, что после школы он поступил к нам. Тогда еще Бурятский пединститут на факультет
иностранных языков. Он проучился, а потом уже уехал в Иркутск, и там поступил на отделение журналистики. Ну, во всяком случае, мы, студенты, считаем Геннадия Тарасовича таким образом все-таки как близким человеком. Он с удовольствием приходил на наши встречи, отвечал на вопросы. Сегодня, я тоже думаю, публика, собравшаяся, тоже наверняка захочет задать вопрос писателю. Ну, а теперь давайте слово дадим. Вот пьеса «Чукча», о которой говорил Булат Усанович. Здесь у нас сидит Марат. Пожалуйста, фамилия выскочила. Марат расскажет об этой пьесе. Он прочитал с удивлением эту пьесу и делился, говорил, что вот, оказывается, у нас есть такой драматург и пишет такие пьесы просто удивительные, да, Марат? Ну, я бы хотел бы сказать пару слов по поводу этой пьесы. Конечно, пьеса, она очень интересная. Когда ее читаешь, вот хочется узнать, а что будет в конце вот с главным героем, вот с этим. Там главный герой — это, ну, в общем, милиционер. Тогда еще милиционер, да, сейчас полицейский. Ну, он показан не очень так, вот прямо такой плохой человек, да. Но ты прям читаешь и думаешь, а что будет с ним в конце? И в конце ты видишь, как сильно он изменяется, его внутренний мир с такого с отрицательного героя, да, ты понимаешь, что он меняется, что он становится другим совершенно. Он меняет свои приоритеты. Сюжет строится на том, что вначале показано то, что он выцепил на улице, да, какого-то человека средних лет азиатской национальности и заставил его делать у себя дома ремонт, в туалете плитку ставить. И просто показано вот какое-то такое отношение негативное к этому человеку, что он другой расы, да, вызывает его Чукчи, постоянно шутит, какие-то анекдоты рассказывает про Чукчи. Но все равно вот в нем видно, что у него есть какая-то такая, может быть, харизма, какое-то чувство юмора его. Это потому, что драматург его наделил остроумием. Может быть, ты приведешь вот эти самые остроумные такие моменты, да, в пьесе, которые всегда восхищают, когда читаешь пьесы Башкуева? Да, например, там очень интересная игра слов, когда главный этот Чумаков, он разговаривает со своим школьным приятелем, и у них постоянно вот игра слов обыгрывается. Например, когда Чумаков обвиняет, да, в том, что у его приятеля есть еврейские корни, то этот приятель, в свою очередь, говорит, что он только на четверть еврей, и что он квартетон. На что Чумаков сразу подхватит, говорит: квартира, квартирант. И также, например, Шерше ля фам, он у вас уже Шерше, я вам Шерше, ну там, в общем, да, ну там, да, там такая тоже лексика, конечно, в библиотеке такие слова не скажешь. Но, например, что надо, шоколада, шок — это по-нашему, на иврите, не иврите. В общем, такая интересная игра слов, что прям тоже вызывает какой-то такой смех. И что смотришь на человека, на этого персонажа, и думаешь, хоть он такой отрицательный, но он живой, что у него есть вот такая харизма, у него есть такое прекрасное чувство юмора. Ну и в конце, побывав вот, как сказать, в шкуре этой Чукчи, да, что он тоже весь избитый, его друг, его приятель, ну, в свою очередь тоже, да, его, можно сказать, и предал, и что от него все отвернулись, и видно, что человек, он испытал какие-то лишения, испытал плохие ситуации в своей жизни, и поменял свои приоритеты, поменял свою... Ну да, но пьеса, в общем, действительно очень жесткая, да? Пьеса, даже достаточно страшная, да. Отвечает той нашей реальности, которая рядом с нами. Да. И как еще можно сказать, что вот этот главный персонаж, он живет в окружении, конечно, не очень хороших людей, это наркоманы, пьяницы, скинхеды, и, в общем, окружение, конечно, не очень плохое. Но можно сказать, что это такая тоже шоковая терапия. Да? Шоковая терапия. Да, это хорошее определение. Да. Спасибо, Марат. Здесь у нас сидит и просит слова коллега по Перу. Давайте дадим слово Рднееву Александру Цирендажевичу. Он пришел, чтобы поздравить своего коллегу. Преподаватель БГУ, кандидат психологических наук Рднеев Александр Цирендажевич. Пожалуйста.
автор нескольких книг прозы. Спасибо, Светлана Степановна. Ну, мне бы хотелось сказать несколько слов вот, от лица того поколения, которому принадлежит наш уважаемый Геннадий Тарасович. Мы росли в одно время. Практически был один круг друзей. Ну и учились в один период также в Иркутске, где Геннадий получил классическое образование в Иркутском ВГУ, по специальности журналистика. Но вот тогда у нас еще такого разнообразия специальностей здесь не было, да, собственно, и самого ВГУ, как вы знаете, не было, а был тогда ВГПИ. Ну и вот думается, что Геннадий мастерски вот отобразил именно чаяние вот тех людей, которые сейчас подходят или кому уже за 60. В общем-то, именно тех, кто формировался в 60-е, 70-е годы, вступал в жизнь в 80-е, вот их метание душевное. Ну и, кстати, вот когда читаешь и вот эти диалоги, которые выписаны, да, в общем-то, все это узнаваемо. Но дело не в узнаваемости. Мне бы хотелось сказать о том, что вот Геннадий начинал журналистом, как известно, можно сказать, это золотое перо в Бурятии, золотое перо, которое он поменял, в общем-то, перешел на писательскую, на драматургическую стезю. Он успешно работал в наших ведущих газетах, был на руководящих должностях, там, насколько я знаю, летсеком. И вполне его вот эта журналистская карьера могла вполне состояться даже, как я не знаю, сейчас это просто неудобно там какие-то примеры приводить. В общем-то, был бы заслуженный человек в этой своей сфере деятельности, какое-нибудь там медийное лицо, которое вот сейчас эти медийные лица мелькают. Но он предпочел всю эту медийность, предпочел вот именно работе со словом, не побоюсь этого слова, работе с душой. И вот то, что он перекладывает именно, так сказать, опять же, если немножко как тавтология, вот от души он выкладывает вот на этот чистый лист. Вот за это, я думаю, его любят и ценят читатели. Ну а теперь, поскольку он у нас достиг успеха в драматургии, и зрители вот, причем надо отметить то, что, мы здесь, есть у нас пишущие люди, время от времени что-то мы, в общем, сочиняем, выпускаем. Но тут надо отметить такую, в общем-то, важную особенность, что Геннадий-то вышел за пределы республики. То есть его пьесы, в общем, смотрит пока, будем говорить, Россия. Возможно, когда-нибудь все это будет в переводе. Я имею в виду, когда-то Вампилов уже тоже был никому неизвестный молодой человек, драматург, который покорил вначале Москву, центральные города, а затем, в общем-то, на подмостках Бродвея и других крупнейших сцен мира. Вот это мне и хотелось бы пожелать нашему дорогому Геннадию Тарасовичу, который действительно во всех своих сферах достиг, в общем-то, высот. Но, как известно, за каждой новой высотой следует следующее. Сейчас он находится именно в таком зрелом возрасте. Пожелаем ему дальнейших успехов. Значит, давайте мы вспомним еще об одном достижении юбиляра. Геннадий Тарасович достоин государственной премии нашей республики за спектакль по пьесе большую поставленную
СССР. Такое удивительное было произведение на сцене нашего театра к юбилею Великой Отечественной войны, Великой Победы. И студентка расскажет свои впечатления от спектакля, потому что действительно это был удивительный спектакль. И пьеса сегодня с удовольствием читается. Пожалуйста, Настя Иванова, магистрант Брянского университета. Добрый вечер, уважаемый Геннадий Тарасович, уважаемые гости. С Геннадием Тарасовичем я познакомилась после просмотра этого спектакля. Вообще спектакль я посмотрела дважды. Впервые я посмотрела, когда училась в школе, а потом, когда поступила на первый курс нашего Бурятского государственного университета. Это пьеса о судьбах людей, которые были сломлены войной. Что касается спектакля, актерам удалось с точностью передать весь смысл этой пьесы. Они на сцене они полностью прожили тех персонажей, которые они играли. Этот спектакль оставил большой след в моей душе. Когда я смотрела этот спектакль, просто слезы на глазах, и до сих пор, когда я читаю пьесу, я не так часто перечитываю, но когда вечером скучно, берешь просто эту пьесу, перечитываешь, и перед глазами этот весь спектакль как бы промелькает. Что самое главное в пьесе было такого, что мы в театре смотрели этот спектакль, и он оставил действительно добрую память? Лично для меня это диалоги героев. Особенно это речь, монологи Лёши Скорохода. То есть через его диалог чувствуется вот эта вся боль. Он пришел после войны искалеченным, обезноженный. Вообще пьеса это по жанру, она трагикомедия. Трагедия это в том, что война искалечила этих молодых людей, а комедия в том, что Лёха Скороход, он с таким комизмом передает в свои диалоги такие фразы, как «танго обжимангу», «танго с нахалом под одеялом». И в то же время через его вот этот монолог чувствуется вся боль, вся трагедия, которую он пережил. И вот это мастерство Геннадия Тарасовича в том, что он смог через это комическое передать всю боль этих молодых людей. Ладно, спасибо. А давайте дадим слово театральному деятелю. Здесь у нас сидит председатель Бурятского отделения Союза театральных деятелей Дмитрий Леонидович Панков. Коль уж зашла речь о театре, здесь, мне кажется, очень хорошо рассказать о театре. Добрый вечер, дорогие слушатели, дорогие читатели и почитатели таланта Геннадия Башкуева. Я хочу несколько высказать свое отношение к его творчеству, поскольку практически мы одногодки, он с 54-го и с 55-го года. Но что мне приятно, я не ожидал, получаю приглашение на сегодняшнюю встречу, ну просто творческий вечер. И как бы наши встречи, даже я не скажу встречи, наши как бы, да, действительно фрагментарные встречи, поскольку каждый из нас вращается на своих орбитах. И меня это приятно поразило и удивило. Человек как бы не делает это каким-то помпезным событием, юбилеем, я даже не знал об этом. Вот сегодня узнал, приятно удивлен. И это в характере, почему я попросил слова, это в характере Геннадия Тарасовича, поскольку вот человек, о нем сегодня сказали, он такой немножко неудобный. Вот точное определение, да, неудобный, как-то вот неудобно куда-то вызвать, неудобно где-то встречаться, неудобно говорить. Но мне часто приходится по роду своей деятельности, и не только по роду своей деятельности, а просто у меня выписывается, естественно, молодежь Бурятии, и всегда колонка «Вид на жительство», я всегда сталкиваюсь заочно
с Геннадием Рожковым, с его взглядами, с его высказываниями, с его отношением к сегодняшнему миру. И что меня приятно удивляет в нем, это его вот стиль. Я сидел и думал, кого он мне напоминает, на кого он похож из сегодняшних вот как бы писателей, публицистов, драматургов. И мне пришла ассоциация с поэтом. Вот его стиль, когда читаешь его написанные слова, они написаны прозой. Я думаю, почему они немножко все-таки такие романтичные, при всем при том и поэтичные. И вот сейчас, просто анализируя свою молодость, то, с чего начинали, с чем мы сталкивались, что читали, каких поэтов предпочитали, я вот сижу и думаю, вот больше всего у меня Геннадий ассоциируется как прозаик, своим языком, своим трепетным биением вот этого ощущения пульса сегодняшнего времени. Он мне напоминает Роберта Рождественского. Но Роберт Рождественский был в поэзии. А вот стиль вот точно напоминает. Я долго искал, думаю, кого, почему меня так задевает его творчество. В свое время я очень хорошо и трепетно относился к этому выдающемуся, не побоюсь сказать, поэту из могучей кучки, которую вы все знаете, наших, будем говорить, шестидесятников. И вот это мне приятно затронуло. И приятно затронуло почему? Потому что мы говорим, что вот как бы юбилеи и всякие вот такие даты, которые вот в принципе тоже через год подойдут. Я говорю, что такое юбилей? Это не подведение итогов. Это просто следующая ступенька лестницы, которая опять ведет вверх. И поэтому я пожелаю еще одну, извините, еще одну забыл, значит, о пьесах, чисто о драматургии. Все-таки, да, все вот сейчас приятно удивлен на слайдах, по разным с театром страны ставятся его пьесы, многие из его пьес. Год назад, вот сейчас это говорили об этой пьесе, великолепная пьеса, «Долг», написанная, опубликованная в журнале «Байкал», была прочитана в нашем театре на предмет ее постановки. И поэтому вот долг я все-таки, Геннадий Тарасович, жду, когда этот долг все-таки осуществится, там доработка на пьесе. В написанном варианте она великолепная, мы ее когда читали, дух захватывал, актеры так заразились, так читали, и ждали, что вот-вот. Ну, вот-вот, не знаю, Вещинова, говорят, 3 года ждут, но надеюсь, что вот следующая дата 190-летия восстания декабристов, поскольку мы театр Бестужева, и у нас мы несем это имя, эту марку на знамени нашего театра и в названии нашего театра. И сегодня у нас есть одна пьеса, посвященная именно Николаю Бестужеву, которую мы играем. Но вот теперь хотелось бы, чтобы еще и наш театр получил внесенную лепту Геннадия Тарасовича вот в виде этой пьесы и осуществился в виде спектакля на сцене нашего театра. А что касается пьесы спектакля СССР, я его тоже видел, причем у меня получилось так, что я его увидел где-то год или полтора назад, а он был написан и поставлен несколько раньше. Но насколько нас, актеров, трудно чем-то удивить, но тем не менее, я вижу, что это настоящая драматургия, хороший язык и довольно-таки удачная постановка нашего театра «Бурдрам». Поэтому сегодня я приятно удивлен, что получил приглашение, и еще раз повторяюсь, что человек очень скромный, всегда никогда его редко увидишь, даже если он где-то приходит, он вечно вот сидит вот так же скромненько в уголке, обязательно, если еще заговорят и называют время, он вообще где-то вот так прикроется рукой, но тем не менее, это человек, который знает, что он хочет сказать, и говорит это откровенно, ничего не боясь, с тем, чтобы достучаться до наших умов, сердец, чтобы мы его услышали. И я думаю, что это на сегодняшний день произошло. Спасибо, Геннадий Тарасович. Всего вам лучшего. Новых
как говорят всех творческих экспертов, но это затертая фраза здоровья и дальнейшего творчества. Спасибо, Дмитрий Леонидович. Здорово, что пришли сегодня представители. Он же председатель у нас нашего отделения Союза театральных деятелей. А давайте посмотрим сейчас фрагмент пьесы. Это, я не знаю, что это за сцена. Продолжение, да? Продолжение. Это начало. 10 минут еще этого спектакля. Давайте продолжение посмотрим. Кто? Это я, Саша. Откройте, не бойтесь. Было бы чего бояться. Секунду. Здрасте. А поприличнее не могли раздеться, может? А я отпросил сегодня. У жены? В смысле с работы. С Минкой все, хрен с ним. А от меня, мил человек, вам чего надо? Шоколада? Зачем? У меня с собой. Арахис в шоколаде, без смеха. Вот, зашел. Дай, думаю, посмотрю, как тут у вас. До чего? Посмотрел. Ничего. Сойдет? С вещами на выход. В смысле? В смысле? Пошел вон. Теперь понял. Впрочем, вещи можете оставить. Нет, цветы должен вернуть Тане. И шоколад? И шоколад. Внутри живот волос. Ладно. Конфеты так и быть. Жуть. Да ладно, пошли. Обувку только снимите. Минуточку. А это чьи тапочки? Чьи-то? А я тоже свои дома забыл. Шапку, главное, зимнюю схватил, а тапочки со злости забыл. Ну и плевать. Тапочки новые. Ага, вам далеко говорить. Я буду по чужим углам скитаться, а ваш хозяин в моих тапках пельмени жрать, да? А пельмени, молодой человек, у меня нет и не предвидится, в принципе. Да вы не волнуйтесь, Петровна. Я на часок. Мама мия. Цветы надо бы в воду, а то завянут, Танька ругаться будет. Ну, и как вам? Красиво? По какому случаю? Ну, не все же им прелюбодеем случаться. Полусладкое или блюд? Обожаю блюд с брюнетами. Хотя какая разница? Нет, осторожнее, Саша, профиль. Вот именно, если шампанское откроешь, то потом его нипочем назад не закроешь. Так что лучше, мадам, не открывать. А с женой ты тоже в одежде спал? Зачем это, Лера Петровна? Просто шампанское нужно вернуть Анфисе в киоск. И цветы у Татьяны с восточного ряда. Мне на рынке женщины доверяют. Мало фиши, электрик широкого профиля, жить можно. Да еще скалтуры набегать. Ну там сигнализацию на дому. Туда-сюда, правда, по осени заказов меньше, но я и рубчика могу, когда так купила. Там говядину порубить, свинину. Короче, не дашь шампанского. Да ну почему, Лера Петровна? Я уверен, до эротики дело не дойдет. Чего? Так, легкий зажимол, и то понарошку.
перед камерой. Вы бы прятились, что ли? Ты чего задумался, чего? Скрытая камера, я учу. Ну а что, не можно, нам нельзя. Пусть это меня выгонит, как вы тут слезами обрываетесь, заблажденные и покинутые. Вторая серия, ага. Дай сюда. Вера Петровна. Что ты говоришь? Мать, Вера Петровна, посмотрите на меня. Я вот пиджак полтора взял на прокат, палочку. Как посмотрите, а? То, что надо, полный разврат. Вот и хорошо. Мы камеру вот туда определим. Ну, чтобы света было больше. А сами на диван себе кровать. Мне камеру до утра дали. Но вы не подумайте, Вера Петровна, управимся засветло. Спасибо. Спасибо. А ты что, так считаешь, да? Да. Да чего? Между прочим, они мне теперь чужие люди. А чего в самом деле? Допустим, его тоже глаза лопнут и сон пропадет. Да вы не волнуйтесь, Вера Петровна. Я сначала тоже хотел вашего Савельева убить, а жену позабыть. А потом додумался. Да мы им такую порнуху задвинем. У них все тараканы в щели повылазят кино смотреть. Да, Волдара как дуль. На веранде скинули в огни. Правильно, клин клином. Ага, только по ночам холодно. И Дина под утро лает собака. Так что пусть видят, что не только они любовь крутят. Удивляюсь, как я туда сразу только не побежал и не задушил ее, как Гамлет. Как хотелось. Да тем более. Я на веранде под утро только додумался. Мы потом свою киношку на ту же кассету присобачим и пошлем бандеролью положенным платежом. Представляешь, рожицы? Да у них рога отрастут, пельмени скиснут по закону физики. Я ударом рассказал, чуть с крыльца не упал. И забыл. О, держите меня. Нет, Вера Петровна, я подумал и решил, что раздеваться нам с вами не стоит. Как? Я где-то читал, что любить можно и в одежде. Да? Да, вы вот сюда, пожалуйста, на диванчик. Чуть левее, Вера Петровна, чтобы цветы с бюстом лезли. Ага. Ну, вы как... Что? Так. Что? А вот это что? На стене. А это я хотела бы менять. Да вообще у меня здесь кое-что это, кое-что сжечь, кое-что выдавить этим вздутом, а потом ночью думаю, вдруг этот гад вернется, да? Кошмар. Ладно, пускай. Так даже лучше. Больше страсти. Ну, сейчас. Вера Петровна. Нет. Так, готовы? 3, 2, 1, пуск! Стой, не включай! Что говорится? Да вы сметесь как дура, и что вы не понравились? Вы, главное, вспоминаете ту пару, что не сметесь так же, но громче. Ну, готовы? Да. Приготовились? 3, 2, 1, пуск! Да не могу я и вообще! Так. Ну хорошо. Ну а щекотки вы боитесь, а? Я не знаю, я в детстве вроде боялась. Извиняюсь за щекотливый вопрос. А в каком месте, а? Я не помню. Давно никто не щекотал. Ну, хорошо. А муж вас как называл в минуты близости? Никак! Вы же обещали, что в кадре эротики не будет. Вот за кадром, пожалуйста. И вообще, если разговариваться, мы чужие друг другу люди. Ну не буду же я вас Верой Петровной звать прямо в кино. Ага. Ну, расскажи и покажи. Ладно с вами говорить, цветы увянут. Короче, я начну, а вы, то есть ты, дорогуша, подхватишь лодыжку. Давай. Приготовились. 3, 2, 1, пуск! Дорогая, тебе было хорошо со мной в постели? О,
такое блаженное. Не могу, что хотела. Не надо меня щекотать. Говорю, да ну рожай. Дорогой, а как ты думаешь, у нас будет мальчик или девочка? Мальчик, умер! Что? Ну вы даете стране угля. Сам же сказал, рожай. Артистка, предупреждай жена. По вашему сведению, молодой человек, я ходил в театральную студию при Доме пионеров. Ладно, сойдет, кое-чего подмонтируем, кое-чего абортируем. Давайте еще раз. Ну, приготовиться. 4. Поехали. Дорогая, тебе было хорошо со мной в койке? Во второй раз лучше. Это незабываемо. Милый. Что ж, я рад. Рад я. Да бесполезно, не боишься щекотки. Дорогой, не сиди в уголе. А зато внутри у меня все ликует. Честь слова. Хорошо сидим. Сидим хорошо. И погода хорошая. На почве заморозки передавали. И лежим тоже хорошо. Да. В смысле в постели. О, как ты умеешь лежать рядом, дорогой. Дорогая, тебе было хорошо со мной в постели? Я могу повторить это много-много раз. О, какой ты сильный, Маурицио. Ну, Вера Петровна! Какой к чертям собачий Маурицио? Я не хотела, у меня так случайно вырвалось. Вместо того, чтобы пороть всякую чушь от себя, лучше бы засмеялись как следует. Тоже мне артистка в драм-кружок находила. Ходила, и не в драм-кружок, а в театральную студию. Ходила, но меня туда не приняли. У меня в детстве был неправильный прикус, меня шепелявило до 5 класса. Нет, вру, до 4-го. Лучше бы тебя приняли и задушили прямо на сцене. С каких это пор, молодой человек, вы перешли с вами на «ты»? Мы детей вместе не крестили. Ну хорошо, лучше бы вас приняли и задушили камнем. А целые двоечки. Да тем более. Ладно, я понимаю. Давайте еще раз и конец фильма. Ну, только без художественной самодеятельности. И глядите в камеру. Этот камера — это предварительного заключения его. Что должно быть, да? Ну, я же говорил, что шампанское нужно вернуть обратно. Я обещал, что золотишко будет целым. И потом я где-то читал, что веселиться можно и без водки. Ой, да ладно, хватит уже. Давай. Готовились. 3, 2, 1. Пуск! Дорогая, тебе было... Нет, это уже было. Дорогуша, а ты веришь в любовь с первого захода? Всяко бывает в жизни. Извините уж, гражданин Савельев Виктор Николаевич. Но вы сами первые начали. Вообще свои кадры беречь надо, а не разбрасываться ими где попало. Вот такая минута у нас семейная жизнь. Как видишь, и цветы у нас самые настоящие, с пестиками, тычинками, и пахнут, как цветы Верунчик. Не завяли еще? Как новые. Вот так и живем. Каждый день шампанское лакаем. Да. Каждую ночь лежим на диван кровати. В смысле целуемся в губы. Сами видите, полный разврат и гармония в личной жизни. Да. Держитесь свои половинку. Так что, Нина Сергеевна, вам тут не ободится. А что еще? А я недавно педикюр сделала. Мужчины говорят, мне очень идет, особенно ночью. А по утрам кофе в постель. В обед пельмени с цветами. Дорогая Верунчик, я тебе завтра к обеду опять цветы подарю. Но тебе, Нину, я уже никогда ничего не подарю. Эй, вы там! Привет семье! А мы тут тоже живем. Шоколад жуем, чего и вам желаем. Хотя вы того не заслужили Иуды. И вообще, плевать я лично хотел на ваше мнение, на ваши пельмени. Эй, вы там! Мы объявляем вам войну с неверными. Чао! Дорогая, как ты думаешь, у нас будет мальчик или девочка? Все, стоп, Вера Петровна, стоп. Ну все, Вера Петровна, это уже перебор. Все, 6 лет, она кружок закрыт.
Да ладно, смеяться потом буду. А в целом сойдет. Хоть что подмонтируй, сделаем оригинал, хозяин. Да хреновое это кино, Саша. Ты где монтер широкого профиля. Рога прямо из кадра торчат. И вообще нехорошо все это. Некрасиво. Красиво, некрасиво. Мне одному, что ли, это все надо? Хочешь как лучше? Конечно, мы в кружок не ходили. Где уж надо? Ну, у них вот интересное кино получается. Ну, они не говорят вот какую-то ерунду, да? А сразу видно жуку. А что вы хотите делать, Петровна? Мы же практически чужие друг другу люди. Без тренировок снять кино про любовь не каждый сможет. Да еще скрытый камерой. Любят, не любят. Стерпится, слюбится, слыхали такое? Ты что, так считаешь? Да может, ты и прав, Мажор, а может, не того это? Потренируемся. Ну, может, смонтируемся. Да поживем и увидим, что это за кино про любовь. Ты во сне храпишь? Вам зачем? Затем. Один храпел и сбежал молодой. А она ему в отметку ребенка родила. Через месяц практически. Нина, когда? Да при чем тут Савельев? Я сильно не. Не храплю, не бойтесь. Только когда выпьешь. Но я теоретически завязал. При Нинке пила, тебе все. Не дождетесь. Я тоже. Я теперь пью водка. Снотворная. Сплю, как убитая. Ой, слушайте, даже жена сказала. Саша, как еще? Иногда скотина. Я буду называть шуга. Ну, чтобы не спутать в темноте. Да. И чтоб без меня на меня не ногой. Вера Петровна, мне вы не нравитесь. В смысле, как женщина. Да ты мне тоже. В смысле, как хахаль. Ну вот и хорошо. Пусть эта парочка любит крутить. А у нас будет образцово-показательный брак. Без смеха. Вот. Цветы можете себе оставить, кстати. Я Таньке говядины отдам. Обойдемся, Шура, без цветов. Как в нормальной российской семье. Тапочки не забудь, бабурицу! Да, достаточно замысловатая завязка, но развязка очень интересная. Вот сейчас Ира Мукашапова расскажет нам об этой пьесе, потому что она ей понравилась, так? Да, с творчеством Геннадия Тарасовича Башкуева я познакомилась совсем недавно. Я стала фанаткой его творчества и с нетерпением теперь жду новых пьес и, возможно, романов. В общем, будем читать. Пьесы написаны, читаются на одном дыхании, очень много приходит в голову мысли, есть над чем подумать. Пьеса «Ракушка», в пьесе «Ракушка» мне особенно запомнился прием театра в театре. Герои, то есть читатели не всегда понимают, когда герои шутят, когда они действительно переживают что-то, а когда они играют в какие-то сценки, в какие-то условности. Очень интересный прием. Сначала пьесы герои кажутся нам какими-то странными, и даже существует некое не очень приятное ощущение по отношению к героям, потому что, но потом в конце пьесы я почувствовала, что как будто бы
они стали ближе ко мне, они стали моими, ну, не то что друзьями, но как будто бы это соседи соседнего двора или, в общем, знакомые мне люди. В тот момент, когда я читала эту пьесу, я читала книгу Вадима Зеланда о трансфере реальности, метод управления реальностью. Мне кажется, эти две книги оказались на моем столе не случайно в одно и то же время. Пьеса Геннадия Тарасовича Башкуева как будто бы подтверждение этой теории о том, что эта женщина сначала нам описывается как одинокая героиня. Мы видим это из описания ее квартиры. Это однушка, где оборваны обои, где, ну, в общем, пусто в доме. Но на протяжении всей этой пьесы она не представляется нам как одинокая женщина, а наоборот, она очень счастлива в своих отношениях, в своих каких-то истеричных даже отношениях с главным героем, с Александром, Сашей. Это наглядный пример того, как одинокая женщина все-таки может привлечь все мысли материальные, и ведь это по ее задумке Саша появился в ее жизни, и именно на той волне, на которую она задала, то, что она задумала. Вот, я хотела спросить, верите ли в эту теорию Вадима Зеланда, управление реальностью, действительно ли мысли материализуются, то есть все мысли любые? Как вы считаете? И имеет ли место то, что мне кажется? Ассоциация, да, ваша ассоциация. Моя ассоциация. Ну, мысли, они, в общем-то, конечно, реализуются. Мысль это и есть действие, собственно говоря, как... Я еще раз повторю, что с точки зрения конфессии, религии, все это объяснено. Мысль это куда более такое реальное действие, нежели мы думаем. То есть, естественно, любому поступку, физическому действию предшествует мысль, пусть она спонтанная, быстрая. Собственно, от уровня и качества мысли человеческой, в принципе, складывается его судьба. Ну, поэтому надо, когда говорят мысль позитивно, вот именно, правильный лозунг, собственно говоря. Так или иначе, вся драматургия, она стоит на мысли героев. Сейчас быстро скажу, что Чехова же эти герои зачастую говорят не то, что они думают. Правильно? На этом построена же вся загадка чеховская, и почему, собственно говоря, чеховские герои говорят совершенно о чепухе, дачники, в это время идет какое-то страшное действие, готовится убийство, и трагедия. Вот мысль, вот это, Чехов давно это доказал, собственно, ничего не было. Спасибо. И давайте еще студенты хотят поздравить вас. Вика и Сысык, выйдите, несколько слов скажете и поздравите. А потом мы дадим возможность присутствующим задать свои вопросы. Сысык хочет рассказать, как есть. Новая жена. Новая жена, действительно, комедия замечательная была на сцене Бурятского театра. Добрый вечер, и поставил театр. Добрый вечер, Геннадий Тарасович. Я прочла вашу комедию «Новая жена». «Новая жена» это социально-бытовая драма с элементами комедии. Эта пьеса написана в привычном жанре легкой комедии. Здесь комическое начало открывает детство. Кто здесь устраивает кастинг, по-русски кастинг, конкурс, да? От слова «кости». У них так принято было, кто костлявее, тот и красивее, да? Здесь самым главным комическим серьезным моментом этой комедии является переодевание местного, можно так сказать, алкаша Чингиса в городскую модницу. Он побоялся, что жена его уйдет к главному герою Галдану. Дальше, в финале комедии появляется самая светлая героиня Любовь. Она бывшая любовь Галдана, когда-то в молодости толстуха его Дыма пела у нее Галдана. Вот с ее приходом в этой комедии, да, у всех героев проявляется чувство
чувство просветленности, озарения, прозрения. То есть эта комедия заканчивается счастливой концовкой, что наконец-то все герои обретают покой и счастье. И самое главное, вот цитата героини «Любовь», да благословит вас всех Господь. Берегите любовь. Люди, берегите любовь, да благословит вас всех любовь. Ну да, это комедия, ну и мелодрама, там очень много таких жанров. Но мне кажется, что это комедия, которая постепенно становится серьезной, да? Сперва, когда я читала, сперва так легко понималось, а потом уже в конце понимается, что вы сумели раскрыть. Ваша гениальность проявляется в том, что, это по моему мнению, что вы смогли вот решить такие вопросы, такие сложные, жизненно серьезные вопросы, как сохранение бурятской семьи и как сохранение культуры бурятского народа. Ну ладно, видите, какая интерпретация. Ну, пожалуйста, Вика, тебе вот наши студенты все... Я буквально скажу пару слов о пьесе, которая называется «Любовь на взлетной полосе или убить время». Ну, скажу так, что талант ваш проявился прежде всего не только, что вы мастер слова литературного, но вы еще и тонкий психолог. Потому что, несмотря на то, что герои представлены как отрицательные, они все равно, как бы, главная мысль в том, что они понимают для себя что-то очень важное, и к концу пьесы они как бы... У нас, у читателей, возникает надежда на то, что у них в будущем будет все хорошо, что в них просыпается вот эта вот человечность. Вот даже когда Сергей и Татьяна, вот их отношения, Сергей все-таки уезжает, чтобы не делать больно своей жене в город, а Татьяна все-таки остается ждать его в этом аэропорту, занимая место вот этой вот невесты, местной дурочки, которая ждала безрезультатно многие годы своего жениха. Мне кажется, несмотря на вот этот вот трагический, можно сказать, даже конец, эта пьеса все-таки с надеждой на хорошее. Да, вот это, мне кажется, настоящий талант и достоинство ваше. Еще я хочу сказать, что говорят, классическое произведение определяется тем, хочешь ли ты еще раз прочитать то или иное произведение. И вот, да, перечитать. Я хочу сказать, что ваши произведения, ваши пьесы, ваши повести я хочу читать и читать. Спасибо большое. Желаю вам творческих успехов. Мы хотим от лица группы 1841М и от Светланы Степановны вручить вам вот такой небольшой подарок. Ну, у нас программа практически вся закончена, завершена, слава Богу. А теперь можно задать вопросы писателю. Пожалуйста, представьтесь. Я целой группой, но кто-то уже не выдержал по состоянию своего возраста и здоровья, и тут потихонечку пришел. Поэтому, простите, мы как можно сказать, студенты университета третьего возраста, который у нас сейчас есть открытие, то есть мы такое старшее поколение. Очень приятно и отрадно было слышать, вот поступали молодые юноши, девушки, что ваше творчество востребовано, что с удовольствием вас читают, но мы тоже, как говорится, тоже с большой симпатией относимся к вашему творчеству и следим за вашим творчеством. Мы тоже посещали и театральные ваши постановки не единожды. Вот смотрели, и можно было бы что-то тоже сказать, но просто времени уже нет. И читали ваши произведения, вот у меня в руках вот свидетели, это не подписанная книжка, я хочу, чтобы мне сегодня автограф поставили. Так, что бы я хотела сказать, что действительно вы больше у нас как драматург, в моем понимании. Ну, во-первых, мы от нас, от всех вас поздравляем с юбилеем, желаем здоровья и творческих успехов. Вот это вот главное, наверное. Ну и хотелось бы сказать, что он больше для нас как-то вот драматург,
И действительно, я посчитала, где-то около 20, если не больше, пьес у вас написано, может быть больше, я ошибаюсь уже, наверное, да? И что отрадно, что они прошли по всей стране, по нашей. Вот, около тоже 20 там городов или больше, да? Вот. И у нас в нашем городе ваши пьесы идут в основном в театре, как вы признались, у вас роман с театром Хацаном Сараева. Вот романы с любовью, романы с ненавистью, вы говорили, так все это бывает, как и в жизни это бывает, да? Вот. Но и хотелось бы, сегодня Дмитрий Панков выступил, вот у нас давно такой вопрос был, ну почему у вас многие пьесы написаны на русском языке, вы русскоязычный писатель, да? Вот. Почему не идут в нашем русском драматическом театре? Ну вот слава богу, уже там какой-то пьесой заинтересовались, симпатии появились, и хочется, чтобы эти симпатии переросли уж если не в роман, то хотя бы в творческое содружество обязательно, потому что это нужно, это необходимо. Пьесы ваши современные, пьесы ваши злободневные. Я еще учитель, я со своими учениками ходила в «Танцующий призрак», СССР, Чо-Чо, Саня, все, и помню, всегда отшла вообще, и ребята с удовольствием ходили на эти спектакли. Вот, и я хотела бы только вот сейчас задать вопрос. Вот вы еще, насколько мне известно, написали либретто, вы еще вы и музыкой увлекаетесь, как вот я слышала, что вы пишете под музыку, какую-то, может быть, вы нам скажете, под какую музыку вы именно пишете, какие произведения. И вы написали либретто на произведение Михаила Вишнякова. Такое было или нет? Да, как создалось уже такое музыкальное произведение? Вы там передали союз композиторов, появилось такое произведение или не появилось? Спасибо за вопрос. Спасибо. Меломан наш Геннадий Тарасович. Быстро говорить, потому что не по поводу Вишнякова, это значит, Вишняков чеченский поэт, ну, российский поэт, покойный, написал на современную версию слова полку Игоря. Современным стихосложением, ну, авторская версия слова переложения, да, и это было еще при, значит, нулевых годах по заказу именно как бы, правительства Забайкальского края, Чеченской области, значит, и Бояр Годаков, композитор, который сейчас живет в Москве, турецкий, он написал музыку, она понравилась, туда-сюда. Все это принято, мне там оплатили либретто, ну, и так далее. И, ну, вот там у них сменилась власть, и вот это, у них так все зависло. У них, да. Это по заказу было именно Чеченской области. Но я работаю сейчас с другим композитором московским, Владимиром Южным, он выходец из УЛНД, он живет в Москве, и, кстати, он участвовал в оркестре, сейчас он в мюзиклах участвовал «Мамма Мия», ну, известно. Сейчас он вошел в призыв оперы как клавишник. Композитор. Короче, мы с ними написали уже. Сейчас рассматривается оперным театром, мюзикл, детский мюзикл, «Большое путешествие игрушек». Возможно, будет поставлено. То есть, ну, я музыкой, конечно, увлекаюсь, но в данном случае выступаю как либретист, это значит, как бы сценарный ход, ну и как бы тексты песен. Вот это. Размер. Собственно говоря, либретто, это если либретто, это не пьеса, она более проще, сюжетный ход, понятен. Главное там музыка на первом плане. Но без либретто композитор не может работать. Ну, все. Собственно говоря, еще по русскому драме это вопрос сложный. Там у них была чехарда с главными режиссерами, любые там. То один захотел. Единственное, вот, кстати, если убить время, говорили, и его скоропалительно сняли, там что-то, такая как бы невезуха, и потом я уже, когда уже ставили, значит, по России, мне как-то стало уже все равно, поставить тут, не поставить. Хотя некоторые удивлялись, что когда русский актер уезжает куда-то отдыхать в южный город, или на Украину, да, там идет песня, а здесь, ну, бог с ними. Ну, решал бы с ними, пожалуйста. Так, еще, пожалуйста, Туяна Савинова, аспирантка университета нашего. Здравствуйте, уважаемые присутствующие, Геннадий Тарасович. Я поздравляю вас с вашей юбилейной датой и желаю вам крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов, чтобы муза никогда не покидала вас, чтобы
вдохновение как можно чаще вас посещало. Я хотела бы сказать, что я очень обрадовалась, когда узнала, что скоро будет ваш творческий вечер, и что я смогу принять участие. И я, наверное, перейду к своему вопросу. Я разрабатываю вопрос исторической тематики бурятской драматургии XX века. И вот в круг наших интересов входят, конечно, пьесы и 21 века уже, в том числе и ваша пьеса «Долг. Сентиментальное путешествие НБ». И я хотела вот задать такой вопрос. Что подтолкнуло вас, может быть, к созданию пьесы на историческую тему? Потому что до этого ведь вы в основном пишете пьесы, ну, как бы на современную тему, да, и черпаете тематику вот из именно окружающей вас жизни, да. Но с СССР, я так понимаю, что здесь есть некоторые воспоминания, да, из вашего детства. А вот именно пьеса о Николае Бестужеве, она все-таки в историческом плане более отдалена от вас. И вот эта эпоха, она далека. Что вас подтолкнуло на создание вот этой пьесы? И второй вопрос. Сегодня создается достаточно много пьес на историческую тему. Как вы считаете, с чем это связано? Спасибо большое. Тут я с последнего начну, создается много исторических пьес, потому что исторические пьесы именно, она связана все-таки с влиянием, с общим трендом сценарного дела в мире, то есть это жанр байопик известный, то есть биографическая основа положена там великих людей, всегда интересовало и интересовать публику, поэтому такое отражение общего тренда и телевидения московское имеется в виду, то есть всероссийское отражает это. А по поводу, в том числе и коммерческом отношении, как ни странно, но по поводу пьесы о Бестужеве, собственно, когда это произошло случайно, меня попросил московский писатель, бурятский московский писатель, многие знают, Владимир Владимирович Бараев, он написал пьесу о Бестужеве. Он сам декабристовед вообще, книги там, заслуженный он российский декабристовед, и он написал пьесу, там, сценарий, который просил меня посмотреть и быстро передать его в русскую драму. Я это все сделал, так сказать, но главный режиссер высказал претензии, там, перегруженности, ну, так далее, сложности. Ну, как бы он передал отказ, да? И разговор был с Баскаковым, главный режиссер стал. И завелся разговор с Баскаковым, ну никак это не пойдет, может быть, это может быть как кино, не знаю, по поводу Бараева. И предложил мне, в общем, это был словесный разговор. Ну, я так как бы, как все о Бестужеве знал, то, что все, наверное, знаете примерно, да, что мы живем. Но как бы постепенно стал читать, погружаться, стал много обидеть действующих лиц. Я хотел сказать два слова, сказать, что я достаточно много провел такую исследовательскую работу, в архиве сидел. Даже там, если в пьесе есть почмейстер Коковин из Ленинска, там еще это история пьяница, городской глава, Кузнецов, значит, да, это все реальные исторические лица. Это все реальные исторические лица. Пусть они карикатурные, так сказать, взятки брали там, и так далее. То есть это на 80% там все исторические лица, и поэтому я хотел сказать, что оно могло бы служить как и просто как представительное пособие по истории. То есть, мне удалось вытащить некоторые пласты, которые обойдены все-таки, я смею надеяться. То есть, если бы было положено пораньше, может быть, я бы задумался о романе. Но сейчас мои другие приоритеты, это пока лежит, этот исторический материал, у меня лежит просто архивом. То есть я хочу сказать, что там практически 25 действующих лиц, это очень много для пьесы. И это стало, конечно, препятствием для драматургического слова, театр не любит. Это на 4 часа действия, конечно, как минимум. Вопрос стал о сокращении, вот так и уже который год длится это все. Может быть, это и к чему-то и придет. Вот. Там не только о Бестужеве, но и о его сыновьях, о старцах, о 3 поколениях. О 3 поколениях и о внуках, как заканчивается внуком, которые, как известно, были расстреляны в 1937 году. Да. Которые носили фамилии Старцевой, и так далее. В общем, там много действующих лиц, много и сестра значит, его
подвижника, ну да, и так далее. В общем, мне сложно говорить, но я хочу сказать, что во многом это было случайно. Но Владимир Владимирович Бараев, когда я обрисовал ситуацию, он мне разрешил и благословил на этот труд. То есть я ничего там не перехватил это дело, ничего. Он взял нам совет, попробуй сделать сценарий, киносценарий. Да, это было бы здорово. Потому что у него разных векторов много. Да. Можно и романы, можно и повести, да, и сценарий. Наталья Стефани хочет задать вопрос. Да, и скажу громко. Дорогие друзья, я понимаю, что вы все устали, но тем не менее я хочу уже воспользоваться случаем и поздравить Геннадия Тарасовича с этим замечательным днем и с тем, что мы и нас всех поздравим, что мы можем читать его произведения. И еще я бы хотела сказать пару слов, что очень замечательно, что выбор пал на ведущую сегодня нашу Светлану Степановну. Даже не я. И как-то так по-доброму, здорово. Но я хочу задать вопрос, как раз касающийся Бестужева и Старцева. Возможно, кто читает публицистику нашу местную, в курсе, да, что есть такой вопрос спорный, даже можно так сказать скандальный. Русский театр там, привлекая Харитонова Виктора Александровича, пытается на него, значит, дать этому человеку ответ. Есть у нас такой журналист Татьяна Никитина, которая оспаривает право русского, вернее, даже не право русского театра, а право Бестужева, чтобы театр носил его имя. Вот вы были в архивах, вы написали пьесу, вы знаете очень глубокий материал. Как вы считаете, русский драматический театр правильно сделал, что дал своему театру имя Николая Александровича Бестужева? Имеет ли он вообще отношение к театру и вообще имеет ли этот человек заслуженное право, чтобы его имя носил, ну, театр там или еще что-то? Это Никитина? Никитина, да, крайне негативно, требует, чтобы сняли имя и так далее. Все понятно. Наталья, спасибо. Спасибо за вопрос. С последнего начну, это просто такой примитивный поиск скандала, ну, любого, по любому поводу. Просто газетный прием, в данном случае. По поводу Бестужева, я знал то, что знают все, но как бы открыл его заново, насколько это был удивительный многогранный человек, и многие восторгались, и это не мне даже говорить, а уже ученые там и труды. Совершенно. И я хотел только просто сказать одну. Он был астроном и так далее, и мастеровой человек, и морской офицер и так далее, многогранный. То, что гражданская жена бурятка, там тоже понятно. Но он много просто сделал для бурят. И как его и брат Бестужев. Просто вот для буряты он просто, понимаете, он просто был как фольклорная экспедиция, он записывал сказки бурятские, он знал бурятский язык на бытовом уровне, он уже разговаривал на бурятском языке практически с работниками, значит, тогда, конечно, они владели мало кто русским, никто, практически буряты мало кто владел русским языком, и это было его кредо, он изучал, он изучил и как геолог. Но я хочу сказать, что именно для бурят он открыл школу для всех, для мальчиков, девочек, там неважно, буряты, русские. То есть он сделал для бурят очень много, для вот этого просветительства. Я уже говорю, что Михаил Бестужев был другом Хамбаламы, личным другом. Значит, и Хамбалама, тот часто бывал в семье Бестужева. То есть они очень увлекались буддизмом, но Михаил Бестужев очень сильно увлекался буддизмом. То есть они описывали. То есть у них отношения с Хамбаламой были такие близкие, что они тогда иронично о нем писали. Он был очень толстый, там, еле помещался на повозку. И даже о повозке он вложил свою роль как изобретатель для бурят. Было трудно, просто сейчас дорог не было, тогда изобрел повозку такую, двуполку, да, и так далее. Очень много сделал. Но я хочу сказать именно, имеет ли право носить русский театр, значит, да, безусловно, да. Если бы это было возможно, то было два имени, и Михаила Бестужева. А это все это как бы для специалистов. То есть это какая-то такая легкая фронта, да, такая, значит, ну, и фигу в кармане, там, вот это дешевый прием. Да, искать жареное. Никто серьезно не представляет, насколько это абсурдно, что они не могут обращать внимание на это. И пользуясь этим, что никто это не ответит, ну, тираж как бы это, и имя засветится. Но если погрузиться в это, я год занимался, я относился, может быть, раньше и тоже как бы так
слегка, так сказать. А вот, знаете, заморать великого человека, да, так сказать, и как бы на этом построить свой пиар, такой маленький гешефт, такой легкий. Вот на этом стоит это провинциальные нравы. Зачастую тут характерно для всего провинциальной культуры и для учреждений культуры, в том числе театральных, и для творчества вообще литературного, это мастерство заменить темой. То есть мы мы сделаем пьесу там, условно, о Чингисхане, мы к нему прикоснемся, потому что мастерство нет, это не важно. За Чингисхана нас вытащить, да? Да. И если мы обгадим, значит, Бестужева, это не важно там. А зато я, смотрите, какой я. Ну вот так, у Крылова сказано, написано. И так далее. Нет, там то есть, там и так далее. И же мы, значит, будем возрождать там, вот, допустим, тема, святая тема там, буддизма, там, бурятского языка. И мы сделаем тему. Не важно, что нет мастерства, мы прикоснемся к какому-то имени или к какому-то большому людям. Вот это нравы, чисто провинциальный недостаток культуры. Да, спасибо. Мастерство заменить темой. Ага. Спасибо. Значит, вот еще один вопрос. Геннадий Тарасович, мы знакомы около 20 лет, вместе работали в доме. Представьтесь. Меня зовут Мария Лебедева, я читательница давнишняя. У меня есть почти все книги. Библиотеки представлены в моей личной библиотеке. И все, естественно, с автографами и подписями. Как вам повезло? Ну, наверное. Вот я очень поздравляю тебя, мой дорогой Геннадий Тарасович. Вот тут это написано, ты не дашь мне солгать, что я очень давно тебе дала такое прозвище «Гений номер one». Как? Гений номер one. Номер два? Номер один. Номер один? Да. One по-английски это один. Два это тут. Вы, наверное, немецкий изучали? Да, вы правы. Я так поняла. Я совхоз. Значит, Геннадий Тарасович, я поздравляю. Тебя очень здорово с этим юбилеем. Это очередные 30 лет. Ты знаешь, как я люблю тебя читать, перечитывать. Даже иногда что-нибудь возьму, перечитаю и начинаю звонить к мобильнику. Вызванивать нашего гения. Ты где ходишь? Да я в фэнтези фильм хожу. Я начинаю ругать. Что ты ходишь, время теряешь? Иди быстро пиши. Пиши очередную рекламку. Было такое, правда? Лена, было? Точно. Ну вот, нетленки здесь. Ну, а драматургии не могу ничего сказать по поводу того, что написано. Это замечательно. Вот сегодня наши уважаемые литераторы говорили о рассказе, да? Я знаю, о каком рассказе вы упомянули. Этот рассказ, Лена делала в самом начале, он назывался «Вещи». Это тот рассказ. Очень талантливый. И я хотела бы немножко поспорить с господином Панковым, театральным деятелем. Он уже ушел, да? Он сравнил стиль с поэтическим нашего юбиляра. А я бы сказала по-другому. У меня есть любимый писатель, его зовут Эрих Мария Ремарк. Я не так давно прочитала «Черная белизна». В принципе, это моя настольная книга. Так вот я почему-то считаю, что ты близок к Ремарку. Это моя личная мнение. Очень хорошо. Спасибо большое. Спасибо. Я поздравляю. Это Мария Лебедева, первая летчица Бурятии, профессиональная летчица. О, здорово. И давайте дадим слово тому, кто открывал сегодня нашу встречу. Она поблагодарит нас всех за терпение, за внимание к нашему Геннадию Тарасовичу, за то, что действительно нам так было сегодня интересно, и мы до конца остались преданно сидеть и до конца все-таки на этой встрече присутствовать. Любовь Владимировна. Спасибо. Зав. Отделом краеведения этой библиотеки. В завершении вечера, конечно, хочется поздравить Геннадия Тарасовича с днем рождения, с юбилеем, пожелать огромного здоровья, творческого долголетия. И хочу напомнить, ну что, не себе, садитесь, пожалуйста. Хочу напомнить, есть такая очень хорошая бурятская пословица, которая говорится о том, что речи должны быть немногословными, а стада многочисленными. Ну и вот как раз Геннадий Тарасович, мне кажется, такой человек, который, ну, в жизни он больше молчит, мне кажется, и хочу пожелать, чтобы ваши стада, это ваши произведения оставались такими же многочисленными и достойными. То есть пожелать, может, творческого долголетия. И в память о нашем вечере небольшой презент, в том числе вот диск с презентацией, которая вот была дадите переписать мне. Экране. Спасибо вам огромное за все. Спасибо. Скажите спасибо библиотеке за то, что они Я хотел сказать, спасибо
городской библиотеке за то, что ну, вообще всегда на разных этапах, особенно до компьютерной эры, всегда приходили на встречу, шли, помогали. Не только мне, тут сейчас сидят литераторы всегда. Особенно по лидеру в пору работы над пьесой о Бестужевой, сама Любовь Владимировна давала мне литературу, советовала, что-то. В общем, всегда она была неоценима. Тут, собственно говоря, и представитель Национальной библиотеки, которые всегда обращались, тоже благодарен, и бывшие, и настоящие работники. Короче, все библиотекари, которые являются близкими партнерами творческих карьеры, и писатели, в частности, мне не тут соврать, всегда придешь в библиотеку, чисто, светло, тихо, вежливо. И как-то ты успокаиваешься, и пришел с мороза, и даже тебе некуда идти, и ты расстроен, ты успокаиваешься, настроение повышается, мысли приходят в порядок, сидишь за письменным столом, сидят, молчат, и как-то успокаиваешься и ты понимаешь, что есть выход из этой ситуации, в которой ты пришел с мороза, из темени. Вот, собственно говоря, это работает библиотеки, библиотекари, и библиотека будет расти дальше, то есть более технологично становится и так далее. Вот на этой светлой ноте спасибо библиотеке. Спасибо вам, спасибо. Спасибо за то, что дотерпели. Да, вас видим часто. Спасибо.